Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Пару дней назад в столице Северной Македонии, городе Скопье, завершился Совет министров иностранных дел ОБСЕ с участием российской делегации, которую возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В мероприятии на этой европейской площадке он участвовал впервые с февраля 2022 года. Северная Македония, Греция и Болгария, как и другие члены Евросоюза и НАТО, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов 1,5 года назад. Но 24 ноября Скопье разрешила пролет и посадку самолету Лаврова, а 27 ноября такое же разрешение выдало правительство Болгарии. Заседание в Скопье из-за приезда российской делегации бойкотировали министры иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко по этому случаю заявил, что данный демарш никак не скажется на судьбе организации, в которую входит 57 стран Европы и Азии. В ходе выступления на заседании Совета министров Лавров заявил, что ОБСЕ находится, цитата, в плачевном состоянии. По словам Лаврова, суть позиции Запада – это наплевать, что там подписали наши президенты и премьеры в ОБСЕ. Юридические гарантии безопасности может предоставить только НАТО, заявил глава внешнеполитического ведомства. Днем 30 ноября Лавров в Скопье успел провести несколько двусторонних встреч с министром иностранных дел Венгрии. Он провел сверку часов по вопросам двустороннего сотрудничества и реализации договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Виктором Орбаном в Пекине 17 октября. Позже Лавров также встретился с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Последний приветствовал решение Северной Македонии все-таки принять российского министра, так как Запад мы не должны бояться садиться за стол переговоров с русскими, заявил он. Был во всей этой истории со встречей в Скопье и другой любопытный нюанс. Хотя Болгария согласилась пропустить самолет министра через свою территорию, она отказалась пропустить летящего на нем официального представителя МИД России Марию Захарову, сославшись на введенные ЕС против нее санкции. Захарова в ответ в своем телеграм-канале назвала данный демарш, цитата, «злобной глупостью русофобов», которая нарушает ключевые международные нормы, в частности, Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года. По ее словам, действие санкций ЕС не распространяется на отдельных лиц в воздушном пространстве, совершающих транзитный перелет без посадки. В итоге самолет Лаврова использовал не воздушное пространство Болгарии, а Греции. Лавров встречался не только с министрами стран, членов Евросоюза. На полях прошли его переговоры с министром иностранных дел Армении Раратом Мирзояном. МИД России по итогам встречи сообщил, что министры обменялись мнениями по региональной проблематике, и Лавров подтвердил готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних отношений России, Азербайджана и Армении, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Еще одним коллегой из страны-члена ОДКБ, с кем встретился Лавров на полях саммита министров ОБСЕ, стал министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана. С ним он обсудил двустороннее взаимодействие на международных площадках, в том числе ОБСЕ, а также итоги визита Путина в Астану в начале ноября. Сам факт визита Лаврова и его переговоры с коллегами из Венгрии и Австрии говорят о том, что отказ от диалога как средство западной дипломатии показал свою несостоятельность, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Наглядно показана готовность отдельных стран Запада к реанимации диалога, отмечает он. Хотя говорить о том, что ОБСЕ эффективно обеспечивает безопасность в Европе, сложно. Конец цитаты. Несмотря на то, что Лавров 30 ноября назвал состояние организации плачевным, а перспективы неясными, она остается среди немногих, где участвуют все государства Европы, включая Россию, замечает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Стоит помнить, продолжает он, что ОБСЕ исторически вышла из совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданного
в 1975 году как площадка поиска точек соприкосновения в условиях разделенной на два военно-политических блока Европы. Цитата: «Тогда были не менее, а может и более серьезные расхождения между Востоком и Западом. Если будет политическая воля участников, ОБСЕ может эволюционировать в тот формат, в котором 15 лет функционировала ее предшественница в холодную войну. Для этого есть предпосылки, в неконтролируемой эскалации не заинтересован никто, а в наличии каналов связи все больше игроков», заключил эксперт. К другим новостям. В МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел, главы абхазской делегации на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Ираклия Тужба с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. С абхазской стороны во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квициня. В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили повестку очередного 59-го раунда дискуссий, намеченного на 5-6 декабря. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и стабильности на местах. В очередной раз была отмечена необходимость заключения всеобъемлющего соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. На встрече также обсуждались перспективы возобновления работы локального механизма безопасности на местах, механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Ираклий Тужба отметил, что абхазская сторона передала через представителей ООН новые предложения, нацеленные на разморозку работы данного механизма. В рамках деятельности второй рабочей группы по гуманитарным вопросам традиционно основное внимание абхазской стороны будет акцентировано на вопросах преодоления международной изоляции и обеспечения свободы передвижения для граждан Республики Абхазия. Также в ходе встречи были затронуты и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Еще раз напомним, что уже завтра в Женеве стартует очередной 59-й раунд дискуссий. Продолжаем передачу. Вопрос получения высшего образования за рубежом молодыми представителями абхазского общества всегда довольно сложный. Преград тут много, начиная от сложности получения различных виз до непризнания ни наших паспортов, ни наших документов об образовании, дипломов. Как известно, на сегодняшний день действует всего несколько программ, которые позволяют выпускникам вузов продолжить свое обучение в Европе. Это стипендия Чивнинг, открывающая раз в год двери великобританских вузов для 2-3 представителей Абхазии, и итальянская программа Рондино Цитадели де ла Паче, также принимающая на обучение наших молодых соотечественников. Обычно большинство других программ закрыты для нас и требуют некой причастности к Грузии. Однако сегодня в этой передаче мы хотим рассказать вам о нашей соотечественнице Астанде Айба, которая нашла возможность учиться в Италии самостоятельно и теперь, делясь своим опытом, помогает и другим ребятам, ищущим такие возможности. А еще она довольно активно принимает участие в различных конференциях и форумах, где не упускает возможности рассказать о том, что такое Абхазия, где она находится, почему борется за независимость и о некоторых других важных для нас моментах. Предлагаем вам интервью с ней. Астанда, приветствую вас. Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали в Италию, как получилось вам там учиться и на кого вы там учились? Расскажите. Здравствуйте, Арифа, спасибо, что пригласили. Я вообще не часто даю интервью, и для меня это не такой постоянный опыт, и я немного нервничаю, но хотела бы рассказать про свой долгий путь. Мне было очень нелегко попасть на учебу в Италию. В 2016 году окончила Московский университет, и после окончания университета приняла решение о том, что я хотела бы 3 года поработать в своей стране. Я отработала 3 года в Министерстве финансов, управлении казначейства, и это был очень незабываемый опыт. Я бы хотела сказать, что там все очень талантливые молодые люди. Я очень много старалась, чтобы поступить по программе Чивнинг, по программе Рондино, и очень много программ, на которые я подалась, но у меня всегда что-то не складывалось, и поэтому я как-то с мамой сходила в Министерство иностранных дел, и нам там сказал один человек, говорит: если у вас есть диплом Российской Федерации, Московского вуза,
Выбирайте любую программу, поступайте напрямую, не ждите никаких, к примеру, Мгм. поддержек, не ждите никакой стипендии, действуйте сами. И как-то мне пришла вот эта идея, что почему я не могу поступить сама. Естественно, я нашла информацию, естественно, очень много было информации ненужной, было нужной. Потом где-то мне приходилось, естественно, тратить свои личные средства на перевод документов, на поиски информации, на всякие консультации у чужих людей, чтобы понять, как же мне поступить самостоятельно. Я поступила напрямую в университет Ла Сапиенца ди Рома на программу магистра двухлетнюю. Сейчас я закончила, пишу диплом по этой программе. То есть диплом тоже это такая интересная тема, потому что если ты родом из Абхазии, вот очень много девочек, которые в Лондоне отучились, они со мной связывались, они писали диплом, тоже связанный с Абхазией. И очень тяжело писать что-то, связанное с Абхазией, потому что недостаточно статистических данных. Мой научный руководитель мне всегда говорит, я бы с удовольствием разрешил бы тебе писать про Абхазию, но понимаешь, у тебя нет даты, тебе придется брать интервью у каждого лично, вручную, выполнять очень большое количество работы. Хотела бы ты затратить, к примеру, год на написание диплома, но потому что он будет связан с Абхазией. И я всегда думаю, да, конечно бы я хотела бы что-то сделать для своей родины. И на самом деле я до сих пор работаю над дипломом только потому, что я выбрала тему не очень легкую, и эта тема связана с Абхазией, связана с желанием женщин получать образование, девушек таких же, как я, молодых, перспективных, амбициозных, которые хотят получать образование где-то и возвращаться домой, либо как-то открывать проекты, связанные с улучшением качества жизни людей. Хотела бы, чтобы вы все-таки уточнили, как называется тема вашей дипломной и на кого вы учились, получается. Значит, я училась на простой программе бизнес-менеджмент. Как бы она не совсем простая и легкая, как кажется всем, но у меня всегда был математический, аналитический склад ума, и поэтому я первое образование получала в экономической сфере, у меня был диплом экономиста, и второе образование у меня было бизнес-менеджмент, то есть магистратура у меня была бизнес-менеджмент. Мгм. Я специально сделала перерыв между первым и вторым, чтобы понять, что бы я хотела бы изучать во втором образовании. Но когда я пришла к профессору говорить о том, что я хотела бы писать на тему образования, он мне сказал, тебе надо связываться с историком, ты можешь писать то есть ты можешь писать диплом с историком, который нам вел курс истории, ты можешь говорить об истории женщин и их проблемах при желании обучаться, там, к примеру, в университете. То есть я могу узкую тему под тему раскрывать, вот проблемы женщин, проблемы получения их образования, я могу раскрывать только с помощью истории, потому что история это то, что было 50 лет назад. Поэтому мой профессор сказал, если ты настолько амбициозна и хотела бы писать про историю женщин, которые хотели бы получить образование, то эту тему можно развивать и можно найти более такой узкий вопрос, на который твоя дипломная работа найдет ответ. Как сейчас ты делишься опытом с другими ребятами, как конкретно возможно им помочь? Вот как это все происходит, механизм? С первых дней, когда я приехала в Рим, я поняла, что можно как бы уже будучи студенткой первого курса начать рассказывать людям, что вот уже есть возможность вам на следующий год поступить, через год, через два, но сейчас вы уже будете готовы. Я также ездила в ВАГУ, рассказывала детям, что вот вы сейчас как бы студенты бакалавра, вы учитесь в ВАГУ, и потом в дальнейшем вы бы могли бы выбрать любую магистратуру и продолжить свое обучение. И я делаю иногда простые презентации для того, чтобы просто мотивировать своих сверстников, рассказывая им, вот есть такая программа, есть такая программа. На этих консультациях я
очень открыто рассказываю, что мне было очень сложно, чтобы дети не думали, что это так легко взять, переехать в чужую страну, где ты не знаешь языка, где ты не разговариваешь на итальянском, где ты только знаешь английский, который особо, естественно, итальянцы не хотят использовать, они предпочитают использовать свой родной язык. Как только я выучила итальянский язык, передо мной открылись большие возможности. Я стала понимать их культуру, стала понимать жизнь в Италии больше. И поэтому я также на консультациях говорю, что я нашла бесплатные курсы по изучению итальянского языка. Я нашла очень много всего, что могло бы облегчить жизнь тех, кто потом в дальнейшем соберется учиться в Италии. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли интерес к Абхазии, там, где вы живете, и вообще рассказываете ли вы о своей родине? Я думаю, что тем более владея несколькими языками, это уже гораздо проще сделать. Я знаю, что вы бываете на различных форумах, конференциях. Расскажите об этом. Значит, я вообще так поняла, что нету рабочих часов, а есть как бы ни учебных, ни рабочих, нет вообще ничего, есть постоянное желание что-то сделать. И я даже в перелетах между, там, допустим, Абхазией, там, через Сочи в Турцию, из Турции в Рим или через Армению, откуда бы мне не приходилось делать пересадку и доехать до своей учебы, я всегда вожу с собой как визитную карточку. Вот я вожу книжку, это даже как бы уже стало привычкой. Я беру Показываешь ноутбук, книжку. красоты Абхазии, да? Да, Показываешь я красоты. рассказываю, я рассказываю про красоты Абхазии, вообще про нашу страну, откуда я родом. Также здесь есть полет над Абхазией, здесь каждый город. И я стала помогать нашим соотечественникам здесь, которые уже сюда приехали. Они сталкиваются с многими проблемами, с которыми я уже когда-то столкнулась. Я решила, что я могу этим соотечественникам облегчить путь. Всем говорю, что нужно делать, как сэкономить время, как сэкономить ресурсы. То есть всем помогаю, либо с жилищным вопросом, либо с каким-нибудь, не знаю, вопросом в налоговой, либо с вопросом получения финансирования, стипендии. То есть я стала помогать просто людям, и даже не только соотечественникам, а также всем иностранцам из СНГ, просто советами. Астанда, благодарю вас за это интервью. Желаю вам удачи дальше тоже. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.